Рекламный рынок республики переходит на цивилизованные рельсы. С центральных улиц городов и районов демонтируют громоздкие щиты, на которые истекли все разрешения. Впрочем, нередки случаи, когда свои конструкции коммерсанты устанавливают вообще без каких-либо согласований. Натягивают баннеры на фасады жилых домов и офисных зданий. Если нами выявлена незаконная рекламная конструкция, направлено предписание владельцу, он должен его исполнить в течение месяца. Если данное предписание не исполняется, выдаем предписание собственнику объекта недвижимости, к которому присоединяется конструкция. В случае неисполнения принимаются уже меры по демонтажу со стороны ГКУ РК «Комиреклама». То есть, как такового судебного порядка по обязанию демонтировать конструкцию закон о рекламе не предусматривает. Один из подобных фактов выявлен в столице Коми в сентябре. Владельцы стоматологической клиники решили прорекламировать свои услуги на фасаде здания. Сотрудники полиции составили протокол, материалы направили в суд. В итоге на должностное лицо стоматологии наложили штраф 3000 рублей. И это они еще легко отделались. В соответствии со статьей 14.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение правил установки или эксплуатации рекламной конструкции влечет наложение административного штрафа до 1 миллиона рублей. За первые полугодие выявлено 148 фактов нарушений в сфере установки рекламных конструкций. 110 материалов уже переданы в суд. В более чем 30 случаях уже вынесены решения о привлечении физических и юридических лиц. При мониторинге в городах и районах Коми сотрудники ГКУ «Комиреклама» выявили 533 рекламные конструкции, на которых не было разрешений. 164 из них уже демонтированы за счет бюджета. Все затраты с нарушителей взыщут через суд. А еще им предстоит убрать более 500 незаконных рекламных конструкций, после чего центральные улицы городов заметно преобразятся. Информационный мусор, я считаю, без них гораздо чище, красивее и просторнее стало. Не эстетично, на мой взгляд. Они удивительно даже возмущают. Вот тот баннер там, что только не было. Я что-то на них не обращала внимания, честно говоря. Посмотрела, это меня не касается, пошла дальше. Ну, когда их слишком много, то это как-то не красит. А есть хорошие баннеры. Я понимаю, конечно, хорошая реклама есть. Но такой баннер делать, когда погода плохая, может что-нибудь и случиться. Не знаю, люди деньги зарабатывают на рекламе, пусть зарабатывают. Я считаю, я за культуру не особо как-то парюсь. Рекламные конструкции должны гармонично вписываться в городские пейзажи. Вместо громоздких щитов 3 на 6 метров в центре города установят меньший формат. Право на эксплуатацию разыграют через открытые аукционы. Деньги поступят в республиканский и городской бюджет. Место установки конструкции должно быть включено в схему размещения, утверждаемую приказом администрации главы. После того, как место включено в схему, уполномоченное лицо проводит торги на право заключения договора на установку. То есть тут надо понимать, что если конструкция стоит на муниципальном земельном участке, соответственно, аукцион проводит муниципалитет города Сыктывкара. Если на неразграниченном, торги организуются государственным казенным учреждением Республики Коми «Комиреклама». Подобная практика показала финансовый эффект. Если на торгах 4-летней давности право на установку рекламных конструкций 3 на 6 метров можно было выкупить от 300 до 1000 рублей, сейчас цены просто взлетели. За один рекламный щит, в зависимости от его расположения, предприниматели готовы заплатить бюджету от 40 до 650 тысяч рублей. Павел Королев, Вячеслав Беспалов, Юрган, Сыктывкар.